В эфире очередной выпуск программы «Пациент». Здравствуйте! Сегодня поговорим о лабораторных анализах, одном из важнейших этапов диагностики любых заболеваний. От качества и точности данных лабораторных исследований зависит определение диагноза и адекватность назначенного лечения. Ошибки в результатах анализов могут привести к серьезным последствиям для пациента. Какие лаборатории функционируют сегодня в Сухуми, как в них налажена работа, какие и как биоматериалы отправляют за пределы страны и какие анализы делают на месте. Доверяют ли жители столицы полученным данным? Об этом наша передача сегодня. Современный лечебный процесс в нашем сознании уже немыслим без лабораторного сопровождения, от чего зависит дальнейшее лечение любой болезни. По результатам анализов ставится диагноз, а правильный диагноз – это, как известно, 80% успешного лечения. Однако сегодня есть случаи недоверия к результатам исследований при определенных заболеваниях. В данном вопросе, наверное, врачи решают, в какой лаборатории их пациент должен обследоваться. Мы провели мини-опрос на улицах Сухума, чтобы узнать у горожан, сталкивались ли они с неверными результатами анализов. По поводу анализов, то да, в прошлом году я болела 4-й раз ковидом, и было очень тяжело. И лаборатория, по-моему, я не знаю, как она называется, на Новом районе. Вот там я сдавала все анализы, да. Все подтвердилось, все было замечательно. На самом деле, если честно, было трудно найти здесь именно такую, которую могла бы доверить. Но вот мне подсказали, девочка, которая делала мне на дому в тот момент капельницу, она там работала и сказала, вот у нас очень замечательная лаборатория, мы там обратились, да, делали все анализы абсолютно. Вот. И до, то есть во время моей болезни, и после, да. Да, было нормально, у нас тоже все правильно было, вроде бы яшами алайзиги. А при ковиде зухане нас тоже яшерхит, все нормально было. Сосхатазухане скинуха амлац. Честно говоря, я не так много ходила, да, сдавать здесь анализы, но все, что сдавала, у меня претензий нет. Просто есть сейчас очень большой выбор, большой спектр, да, вот выбор есть хороший. Но иногда, может быть, врачи сами советуют, да, вот все-таки обратитесь куда-то там за пределы, но я с таким не сталкивалась. Все, что мне было нужно, я здесь давала. Да, было, и впоследствии, естественно, мне было сделано назначение, которое усугубило мое здоровье. То есть было, потом я лечилась уже от последствий, которые мне принесли эти анализы. То есть практиковалось у меня такое. У меня с желудком проблем было, я несколько раз сдавал, но точно анализы дают. И лечение как проходит? Все нормально. Нет, пока с таким не сталкивалась. На сегодняшний день у меня таких случаев не было, с такими фактами я не сталкивалась. Насколько я знаю, наши граждане анализы сдают. И те показатели, которые есть у них, они подтвержденные. Если в случае человек болеет, то, насколько нам известно, анализы достоверные. Анализы нугалаги хакиму юхшпируми. Хаким ахшул юяур. Ахуя хшхара хам хшпити хаб. Насуида шижерот сарами хазцом. Насштез харахцо дасызда. Хакими харах харосызда. Насауса накух анализ кошерей яштахо ругрешкадзома. Руграумгарца зухни чур пшумазро. Ахиз джерги чахмар пшзети бзиуичго зелм гайда хаб. Ара типана псневиджера хаджера лаборатория фурдия. يستخد يجري خجري أخا يحب در خجري بش زمان ليسكوا روي شو در تزهن يحيى خير ودر شجريات بزرق خب أخو برانز أساس زمنيتي وشتي سздرم يبزيو يتشكيو. Честно говоря, у меня не было практики, что были анализы неточные. Я сдаю анализы. Вот, регулярно как-то, но такого не было. Оплата. В смысле дорого? Конечно, дорого. Еще как дорого. Это вы представляете взрослому человеку, а у кого дети, детям делать анализы, это как дорого. 1-2 ребенка, 3 детей. Это вообще сумасшедшие деньги отдавать надо. И никаких льгот. Ни для многодетных семей, ни для кого. А где вы сдавали, в какой лаборатории? Мы живем в новом районе, сдаем в лабквесте. Вот. И так по городу тоже сдавали анализы. Но лабквест дороговатый. Другие лаборатории дешевле. Но там удобно, близко.
Но для детей никаких льгот нет. Ни для взрослых, ни для пенсионеров, ни для кого нет. Хотя могли бы хоть какие-то поблажки делать. Ну, Желательно. В среднем у вас, допустим, вот последний раз, когда вы были, сколько вы заплатили? Ну, я анализы сдавала, дорогостоящие, вот, но где-то в пределах 2,5-3 тысячи. При зарплате в 10 тысяч вот, это дорого. На сегодняшний день в столице функционирует несколько коммерческих лабораторий. Также при каждой больнице и поликлинике есть своя. В лаборатории ИСС работают несколько отделений – бактериологическое, химическое и ПЦР-отделение. Помимо обследования людей, здесь также проводят анализы пищевой продукции, безалкогольных напитков, морской и трубопроводной воды. Посторонним вход сюда строго запрещен. Наши анализы ничего за пределы не выносятся, мы все делаем на месте. То есть нету такого, чтобы мы отправили что-то за пределы Абхазии. У нас все делается на месте. Это мазок из носа, из зева и на кишечную инфекцию. Это касаемо медицинского осмотра. Касаемо уже больных пациентов, также могут сдавать мазок из носа, из зева, мазок на дисгруппу, то есть кишечная инфекция есть или нету. Также мы принимаем на дисбактериоз и другие биологические материалы. Это может быть мазок из уха, из конъюнктивы, то есть отделяемые из раны. То есть то, что пришлет врач, Да. что его интересует. Да. Но исходя из ваших анализов, врач уже назначает лечение. Да, так мы же? смотрим, если у нас вырастает флора, то есть если это мазок из носа и зева, нас интересует коковая флора. То есть другую мы флору не смотрим. Если в наличии есть коковая флора, мы ставим на антибиотикочувствительность. Если антибиотики хорошо сработали, бывают они не срабатывают, мы выдаем результат. Антибиотиков тоже у нас, в принципе, перечень есть, конечно, хороший, но мы ставим буквально 4-5 антибиотиков максимум. Если они срабатывают как бы слабо, мы ставим дополнительный ряд. Уже готовый результат, естественно, относят к врачу. Жалобы я, например, не слышала, но если, конечно, кто-то хочет перепроверить, это его право. Наша лаборатория занимается ПЦР-диагностикой. Мы занимаемся ковидом, исследуем на кишечные инфекции. В сезон гриппов мы ставим на гриппы А, Б, смотрим. Ну, в основном у нас сейчас идет период кишечных инфекций, и к плану поставим ковид. Из всех медучреждений к нам ежедневно присылают на исследование пробы на ковид. А также с инфекционного отделения мы получаем на кишечные инфекции пробы и исследуем морскую воду. Тоже также на кишечную инфекцию. Вообще мы аккредитованы, можно сказать, международной организацией ВОЗ, наша лаборатория, потому что мы проходили их контроль качества. В принципе, мы все стандарты прошли. Так нас курирует Ставропольская лаборатория противочумная. Они непосредственные наши. Если мы, ну хотя это крайне редко, чтобы мы там ошибались в чем-то, такое и в принципе и не было. Если что, это как бы наши пробы могут и направляться для дальнейшего. И по ковиду, например, мы можем определять штаммы ковида, направив наш биоматериал в Ставропольский противочумный институт. Вот. Это не то, что нас проверяют, а дополнительное исследование. Это исследование здесь не проводится. В принципе, мы всегда уверены в своих результатах, потому что мы сами себя проверяем, насколько мы работаем качественно. Контроль качества внутренний у нас всегда присутствует. В городе функционирует несколько коммерческих лабораторий. Мы посетили наиболее популярные среди пациентов. Не сочтите это за рекламу, ведь они задействованы в такой важной сфере, как здравоохранение, хотя они без рекламы давно зарекомендовали себя в нашем обществе. Одна из них инвитро, которая является филиалом крупнейшей лаборатории инвитро в Москве.
Офис в Сухуме был открыт 5 лет назад. По словам его руководителя Адели Ардзенба, они используют информационную систему AirMaps, предназначенную для регистрации в электронной форме заказов на исследования. На основании заказных тестов система автоматически определяет, в какие пробирки, в каком количестве и в какой последовательности необходимо взять биоматериал, чтобы обеспечить выполнение исследований. После сдачи биоматериала строго в присутствии пациента на пробирку наносится штрих-код с фамилией. Стоит отметить, что на месте биоматериалы не обрабатываются, все анализы выполняются на базе лаборатории инвитро в Москве. Курьер забирает термосумку из нашего медицинского офиса. Курьеры доставляют ее в аэропорт города Сочи, откуда самолетом термосумка доставляется в аэропорт города Москва. Из медицинского офиса биоматериал доставляется для исследования в лабораторию в специальных термоконтейнерах. То есть транспортировка осуществляется при температурном режиме, который соответствует сохранности материала для каждого исследования. Медицинские офисы инвитро находятся не только на территории Российской Федерации, это Казахстан, это Беларусь, это Армения, то есть что говорит о очень четко налаженной логистике. При поступлении материала в инвитро регистраторы проверяют соответствие проб направлением, состояние биоматериала, время, прошедшее с момента его взятия. Автоматически отмечается точное время поступления, то есть на бланке всегда вся эта информация имеется. Далее непосредственно в лаборатории пробирки с биоматериалом в первую очередь поступают на преаналитическую станцию сортировочную. В автоматическом режиме происходит сортировка и распределение баркодированных пробирок по рабочим потокам лаборатории. То есть использование этого прибора исключает возможность ошибок при ручной сортировке пробирок. Бывают даже такие случаи, когда там видят, что пробирка непригодна. Мы получаем эту информацию в журнал преаналитических ошибок, и уже исходя из этого мы связываемся с пациентом и решаем, что будем делать дальше. Это будет или бесплатная пересдача, или возврат денежных средств в зависимости от выбора уже пациента. То есть пациент всегда информирован. Мы стараемся это делать максимально четко на каждом этапе, в соответствии со всеми необходимыми требованиями. В инвитро результаты лабораторных исследований проходят тройное подтверждение – системное, технологическое и врачебное. Это означает, что на первом этапе результат определяется системой качества. Затем его подтверждает непосредственно технолог, ответственный за исполнение. Итоговый результат поступает к врачу, который просматривает его, подтверждает или принимает решение о назначении дополнительного исследования. Ответы на анализ пациент может получить по телефону, электронной почте, что очень удобно, и в медицинском офисе. Те доктора, которые нас рекомендуют, они стали с нами сотрудничать сами, исходя из того, что им нравятся результаты наших анализов. Они считают их самыми достоверными. Частная медицинская лаборатория – это все больше про медицину или же это бизнес? Вы знаете, вообще, мне кажется, все, что связано с медициной, не должно быть больше про бизнес. Иначе лучше заниматься каким-то другим делом. Это мое мнение, я абсолютно в этом убеждена и стараюсь работать именно исходя из таких принципов. Но если мы говорим о том, почему частная медицина платная, то здесь есть ряд объективных причин. Это дорогостоящее оборудование, это тест-системы, это транспортировка, это персонал и много других этапов, которые очень затратны. То есть бесплатно это, к сожалению, существовать не сможет. Конечно, заниматься такой деятельностью – это огромная ответственность. В первую очередь, конечно, я чувствую ответственность, потому что на каждом бланке с результатом стоит моя фамилия, имя, отчество. То есть мне важно, чтобы пациент получал достоверные анализы. Если мы не будем качественно работать, это частная лаборатория, у нас просто не будет пациентов. Поэтому мы втройне дорожим своей репутацией.
Еще одна частная лаборатория LabQuest функционирует с 2017 года и работает под официальным брендом. По условиям договора на месте они не имеют права выполнять какие-либо анализы, но при определенных обстоятельствах, к примеру, в период ковида, когда необходимо было получить в срочном порядке ответы на некоторые анализы, руководство офиса в LabQuest в Сухуми и России приняли решение делать коагулограмму на месте. Эта практика сохранилась и по сей день. Все остальные данные они отправляют в Москву. На сегодняшний день лаборатория LabQuest выполняет на месте только коагулологию. Больше ничего. Насколько мне известно, насколько говорят специалисты, врачи крови не любят, когда вот большие километры, там тряска и все остальное, на что может повлиять. Ну, я сейчас скажу вам открыто, это уже давно устаревшее понятие, потому что весь мир, вся страна, самолет за 24 часа может облететь всю планету, как нам известно. Транспортировка, если ты ее правильно соблюдаешь, условия при аналитике, абсолютно не влияет на какие-либо показатели. Есть, конечно, некоторые нюансы в лабораторной диагностике. Например, комплекс анализов, которые невозможно транспортировать. Учитывая эти факторы, мы просто не принимаем этот вид исследования. Все остальное мы абсолютно ручаемся. Но давайте не забывать, что бывают человеческие факторы, физические факторы, все бывает. Бывает и такое, что кровь не доезжает. Тот же общий анализ крови. Зачастую бывает, что мы звонимся пациентам и просим перейти на перезабор. Но моя политика, она персонифицированная. Каждому пациенту мы не будем обманывать, мы не будем писать левые анализы. Мы честно говорим пациенту, что что-то не доехало, что что-то произошло. Если мы видим, что в процессе транспортировки лабораторный анализ не соответствует клинике и болезни пациента, то, соответственно, мы обсуждаем это с врачом. Почему мы работаем с врачами вплотную? Потому что любой вопрос, мы же видим все показатели. Лаборатория LabQuest нас абсолютно ежеминутно, наверное, после выполнения анализа сигнализирует о том, что надо обратить на результат, он отклонен от нормы, и надо обсудить это с врачом, соответствует это клинике или нет. Если есть такие вопросы, мы всегда на коммуникации с нашими пациентами. Не было ни одного пациента, который к нам обратился с вопросом о недоверии в выполнении результата, и мы его не разрешили. Транспортировка в LabQuest четко налажена. С 8 до 11 утра идет забор биоматериалов. К 12 часам медсестра уже начинает упаковывать в термоконтейнер, в котором определена температура. В 16:00 груз уже сдан в отдельное управление по транспортировке биологического материала в Адлере. По такой схеме работает вся Россия, говорит Амина Амичба. В Москве термоконтейнер принимает специальная бригада LabQuest. Ночью идет постановка, и к утру врач уже оценивает результаты. Машина обрабатывает, затем врач-клиницист проверяет результаты и ставит свою подпись на завершающем документе. И в течение дня пациентам выдают окончательные результаты. Их ежедневно от 80 человек. Это и есть доверие, говорит руководитель клиники. Ну, еще есть вот такое мнение, что вот врачи тесно связаны с лабораториями, что и выгодно врачам, потому что якобы врачи лаборатории им отстегивают деньги. Я скажу вот открыто на эту тему. Я могу сказать так, ни один врач не позволит себе ни за какую оклад или процент или сумму отправлять в лабораторию в ту, в которую он не верит. Каждому врачу лечить пациента на основании этого анализа. Поэтому не оправдано то, что кто-то кому-то что-то платит. Есть приятные внимания, не более тому, каждому врачу, кто работает с клиникой. Допустим, каждый праздник лаборатория LabQuest поздравляет врачей приятными подарками, говоря о том, что мы просто рады, что вы верите нам. Но это не значит, ни один врач не будет рисковать здоровьем пациента ради какого-либо процента. Я вас уверяю, они отправляют, может быть, потому что им удобно, лаборатория находится рядом с тем местом, где работает и принимает врач. Может быть, им удобно, там работают родственники у пациентов или у врача, он может позволить себе сделать пациенту скидку. Таких случаев тоже очень много. Есть такие врачи, которые просто просят сделать скидку пациенту, мы на это идем. Изменение населения, что абсолютно, LabQuest, ценовая политика, дороговато.
Вот тут я буду спорить, это не про... Кто говорит? Она не может быть дорогой, потому что любая лаборатория, она должна быть конкурентоспособной. Это я говорю не только о себе. Каждый из нас мониторит цены на рынке. Превышать мы их не можем, но мы можем схитрить и сделать меньше цену на 50 рублей, на 100 рублей, а где-то получается и на 1000 рублей. Плюс лаборатория LabQuest очень часто дает нашим пациентам федеральные акции. Когда в обычное время, допустим, биохимический анализ крови стоит там 1500, мы можем предложить его за 300 рублей, за 400 рублей. Гормоны щитовидной железы, которые стоят 1000 рублей, мы можем предложить там за 300 рублей. Мы же это делаем для пациентов. Но проблема в том, что люди не следят за публикациями, не читают публикации. Им проще додумать, придумать и просто рассказать. Позвоните, дорогие наши пациенты, узнайте, спросите, промониторьте и сравните. И тогда каждый из вас найдет ту лабораторию, которая вам подходит. И по качеству, и по ценовой политике, и просто по вниманию. Еще такой вопрос. Ну, все-таки частная медицина, лаборатория, скажем так, это больше про бизнес или все-таки про здоровье населения? Скажу так, конечно, любой частный сегмент – это бизнес, но бизнес должен соответствовать своей политике. Есть бизнес разный. Медицинский бизнес в первую очередь направлен на здравоохранение. Медицинский бизнес, особенно я, никогда не думаю больше заработать, но меньше отдать пациенту. В моем случае это немножко по-другому. Сперва зарабатывать делаю для пациента, но я думаю, наши пациенты, которые ходят уже 6-й год и являются нашими постоянными клиентами, они прекрасно понимают, как мы развиваемся. Невозможно ложить в карман и развиваться. Я думаю, это открыто для всех. Все, что мы зарабатываем, это оклад труда, это рабочие места, это развитие того же бизнеса, куда пациент может прийти, почувствовать себя в комфортных, чистых, стерилизованных условиях. Согласитесь, это важно сегодня, когда вы можете заплатить определенную сумму, прийти в клинику, где вас встретят, вас проведут, вам выполнят диагностику. При всем при этом у нас существует договор заказа, на который мы ссылаемся всегда, особенно на лабораторию. Каждый пациент подписывает договор заказа, где указано, что он сдал, сколько он заплатил и когда у него будет результат. Поэтому частная медицина сегодня развивается, потому что она сама на себя рассчитывает, потому что она может свой приход тратить в расход. Совсем недавно переформатирование прошла и лаборатория при республиканской больнице. Ранее здесь работали 3 лаборатории, каждая сама по себе. Не было четкого графика дежурств, от чего страдали в первую очередь пациенты. Сейчас 3 блока объединили в одно отделение, и они совместно выполняют определенный объем работы. 2 блока находятся в основном здании больницы, а 3 в родильном отделении. С февраля месяца возглавляет отделение молодой специалист с большим опытом работы Виталий Джения. По его словам, главное максимально централизовать воспроизведение анализов на благо пациентов. В будущем планируется развивать и расширять данный проект, чтобы проводить различные гормональные и молекулярные исследования. Для этого необходимо время и финансирование, но мы поэтапно идем к своей цели, говорит Виталий Джения. Сегодня здесь обслуживаются только стационарные больные, совершенно бесплатно. Изредка принимают и амбулаторных больных. В целом на месте на данный момент сегодня мы тоже даже производим по биохимии, по общему анализу крови и мочи, мы со своим внутренним контролем проводим. То есть мы проверяем перед тем, как начинать работу уже с пациентами, каждый параметр пропускаем под контрольным материалом. Мы смотрим, сравниваем, входим мы в диапазон или нет. У нас практически получается 98%. Это очень хороший результат. Из-за того, что мы сегодня имеем по оборудованию, 98% воспроизводимости, это очень даже хороший результат. Ну, если, конечно, естественно, еще тут человеческий фактор, но мы люди, мы имеем право чуть-чуть немножечко ошибиться, но мы свои ошибки тоже взыскиваем. Изначально, если мы видим, что параметр выходит за пределы разумного, мы перепроверяем. Мы в пользу пациента в данный момент, вот как я вот здесь нахожусь и работаю, мы в пользу пациента всегда пускаем заново повторно цикл анализа. Если мы видим, что параметр искаженный, мы должны убедиться, что это соответствует истине. Если соответствует истине, то, естественно, мы выдаем.
А так в целом, чтобы сказать, что какая-то российская лаборатория работает лучше или хуже, чем мы, или мы и так далее, ну, это уже не мне решать отвечать на эти вопросы, а могу только ручаться за свой объект, за свое учреждение, в котором я несу ответственность, да, вот, что мы воспроизводим максимально из-за того, что мы имеем достоверные результаты. Стоит отметить, что исказить результаты анализов может и факт игнорирования пациентами правил при их сдаче. Перед каждым обследованием необходимо строго соблюдать рекомендации по приему пищи и алкоголя. Перед некоторыми анализами необходимо исключить курение. Есть исследования, которые можно проводить только после определенных процедур или в перерывах между приемами лекарственных препаратов. И это не прихоть лаборантов, а факторы, которые больше всего влияют на результаты исследования. Чтобы на выходе получить достоверный результат, необходимо и пациенту, и лаборанту строго следовать установленным правилам. И, безусловно, используемые реагенты должны быть качественными. Конечно, проверяют. У нас есть Сабхазпотребнадзора, то есть они бывают периодически, не заявляя о том, что они придут. Естественно, это их работа. Без предупреждения заходить и проверять все, что в наличии имеется. На данный момент, если даже любой холодильник складской, да, вот в аптеке, с которым мы получаем, выписываем реактивы, и рабочие холодильники, если даже одни откроют и посмотрят, у нас все четко. У нас реагенты, которые используются сегодня, одни из лучших. Скажу честно, это Пентра, это Диакон, немецкие наборы, да, вот, это Хориба. То есть это те реагенты, 3 типа реагентов, которые мы на сегодняшний день используем. Это максимально стабильные реагенты для воспроизведения анализов. И все не только стабильные, то еще с сроком хорошим. То есть у нас даже бывает, что там 10 месяцев до конца срока годности остается у реагента, но мы его используем, потому что у нас другой поток, у нас другой объем работы. Мы в день, бывает, обрабатываем 70-80 пациентов по клинической химии, по клинике, по общему анализу крови и так далее. Так прочее. То есть все, что мы имеем, практически все быстро уходит. Мы даже не успеваем подходить к сроку годности. То есть мы, когда выписываем, покупаем, оплачиваем Минздрав реагенты, да, вот мы всегда запрашиваем сроки годности всех этих реагентов. Если они нас удовлетворяют, они не менее 8 месяцев, то мы одобряем. Если менее 8 месяцев, то мы снижаем количество. То есть из-за того, что нет возможности на данный момент более другие реагенты с хорошим сроком предоставить, то мы, скажем, заказывали 10 в количестве, то мы убираем на 5, уходим, чтобы как-то не выйти в то, что у нас срок заканчивается, и нам надо списывать реагент. Это все-таки денег стоит. Здесь выполняется полный спектр анализов, необходимых в стационаре. Врачи-лаборанты – квалифицированные специалисты. Все анализы производятся достаточно качественно, говорит заведующий отделением. Если вот будем брать по 10-бальной шкале, насколько ваша лаборатория работает? Ну, на этот вопрос я не буду отвечать. Это получается сейчас... Вы меня ставите в такое неудобное положение. Скажу 10, скажет, он расхвалил, скажу 5, скажут, а что он так низко. То есть нет, я не буду сейчас по 10-бальной шкале выходить. Достойно, на достойном уровне мы находимся. На данный момент из-за того, что у нас есть, у нас уровень достойный. Все присутствующие здесь, работающие, отвечают, но за них всех несу ответственность я. То есть получается тут контролировать в любом случае нужно. Ну, за несколько месяцев я убедился в том, что очень даже хорошо свою работу выполняю, так что где-то в чем-то ошиблись, мы ищем, где ошиблись, и исправляем это тоже. Конечно, сложно сказать однозначно, насколько верны результаты анализов. Это покажет время и лечение, которое назначил доктор на их основе. Сегодня мы говорили больше о качестве, нежели о стоимости анализов. Рассказали о том, как налажена работа в лабораториях. Завершая разговор, хочется обратиться к вам, уважаемые телезрители. Берегите свое здоровье. Это бесценный дар. По мере возможности ведите здоровый образ жизни, откажитесь от вредных привычек. И не забывайте регулярно посещать своего врача. А я прощаюсь с вами до новых встреч.